Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем закончится ваше одиночество? Кто этот человек? Ну и, собственно, как все произойдет, когда его ждать? Когда же одиночество закончится? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком не думайте, нужная информация придет сама. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, вот он сидит, смотрите, какой красавчик. На лошадке сидит, точно с машиной будет. А лошадка какая-то необычная, интересная. Тут еще буквы вышли. Буква Т, буква А, буква Л и буква О. Вы все разные. Понятно, что и мужчины разные к вам придут. Но вот вышли инициалы, да, возможно, у кого-то будут звать на Т, у кого-то на О, у кого-то на А, у кого-то на Л. В любом случае, девочки, ваш мимо вас не пройдет. Даже если вот дома будете сидеть, закроетесь на все замки и шторы зашторите, все равно мимо вас не пройдет. Вот он вышел, он вышел. Вот если бы никого не вышло, вот это была бы проблема. А вышел человек, еще вот он, видите, на коне. А смотрите, какая у него осанка. Статный мужчина. Он что-то в руках держит, как знак какой-то, власть. Либо это знак, может инструмент быть. Инструмент, либо знак власти держит в руках. Но опять же, вы разные, мужчины у вас разные будут. У кого-то с инструментами работает, да, либо есть какой-то инструмент, которым он деньги зарабатывает. Это не обязательно там какая-нибудь пила, либо отвертка. Это может быть и компьютер в современных реалиях, и какое-то сложное устройство может быть, да. А у кого-то мужчина действительно вот как-то имеет отношение к власти, к государству, к правительству, к каким-то сложным государственным структурам. Вот, на коне. Конь очень необычный. Мне кажется, какая-то очень дорогая машина. Редкая дорогая машина. Либо машина, там, не знаю, бизнес-класса, которая не каждому по карману. Может, цвет еще какой-то необычный, да, модель какая-то прям самая лучшая. Но лошадь тут 100% козырная. По его осаночке могу сказать, что мужчина явно на спорте, за собой ухаживает, выглядит шикарно, как с иголочки. Тело вот мне идет молодое, спортивное. Даже если мужчина уже и постарше, все равно тело ухоженное, молодое, спортивное мне идет. Ну, знаете, вот бывают такие мужчины в 30 лет, у которых там дрябленькие плечики, да, грудь, как у женщины, хоть лифчик покупай, бюстгальтер, да, и животик, да, где-то на 7-8 месяце, а может и того на 9. Вот. А этот нет, смотрите, статный, фигуристый, плечи, осанка, весь подтянутый, руки сильные, красавец. Красавец, да. Про волосы могу сказать, что явно очень короткая стрижка. Прям ультракороткая. У кого-то прям и под ноль отыграется. Но опять же, да, есть мужчины с идеальными черепами. Им прям идет, да, они более брутальными кажется. Но прям ухоженный мужчина, ухоженный. Ну такой прям, знаете, красавчик. Я вас поздравляю, не абы какой мужчина идет, прям красавчик. Что касается вас, ну вы в унынии находитесь. Нет, вы, конечно, молодец, у вас много интересов, у вас подруги, семья, вы умеете себя развлечь. Но в целом, вот если посмотреть на вашу жизнь, то вы действительно в унынии находитесь. Вот не хватает, да, не хватает счастья в жизни, не хватает романтики, не хватает страстей. Кому-то просто человека, вот с кем по душам можно поговорить, не хватает, на кого можно там положиться, либо на плече отдохнуть, да, хочется такого человека. И также показывают, что у вас в жизни было много досадных разочарований. Вот кто-то из вас с обожженным сердцем, вот явно с обожженным сердцем. Обожженное сердце – это предательство, это обман, это предательство, это прям такие серьезные травмы. Вот. А у кого-то из вас, ну вот,
Не хочу, конечно, вам напоминать, но, возможно, потеря произошла, необратимая потеря. И тот, с кем вы должны были прожить долгую и счастливую жизнь, к сожалению, вас оставил. И ничего не поделаешь, да? Тут уже ничего не поделаешь, тут не вернешь. Но вижу, что боль есть, Хоть вы ее и прячете, хоть вы и работаете над тем, чтобы от этой боли избавиться, но боль есть. Женщина вы очень красивая, у вас репутация, у вас характер, у вас манера, у вас подача. Вы многим мужчинам нравитесь, но мужчины вас побаиваются, потому что вы очень можете резко высказаться, вы никого не боитесь, ни перед кем не робеете. У вас как деловая хватка мне идет, да? Деловая женщина. Может, вы и не занимаетесь бизнесом, но у вас все равно деловая хватка в жизни, вы свое не упустите. Если кто-то подвигает, не подвинетесь, наоборот, так отодвинете, что мало не покажется. Ответ любому дадите. Нет у вас страха ни перед кем и ни перед чем. Многое в жизни повидали. Очень многого добились. Вот если взять там ваше прошлое и сравнить вот вас в прошлом и вас в настоящем, так вы прям очень многого добились. Через огонь и воду прошли и многого добились. Вижу, что вас погубить кто-то хотел. И не раз, возможно, да, вот вы как на волосочке были. Но, тем не менее, вас ангелы всегда спасали, вытягивали. Вы важная женщина, вы нужны этому миру. Кто-то из вас явно ведьмочка, обладает очень классными способностями, незаурядными, сильными, но при этом вы их не афишируете, либо только лишь для своих. Не хотите этой огласки, не хотите с дураками общаться, знаете, всякие там улюлюкают, сомневаются, гадости всякие могут говорить, писать. Кто из вас, допустим, практикует, но опять же, вы не берете всех подряд, да, вы не берете, к вам сложно попасть, сложно получить вашу консультацию либо диагностику, но для себя можете пользоваться, да, для себя пользуйтесь, постоянно вот учитесь, развиваетесь, у вас много интересов, много как информации в себя впитываете, и вам всегда вот мало, да, еще хочу узнать, еще важно узнать, хочу и то, и это. Интересная женщина, всесторонняя. К вам, кстати, не только мужчины тянутся, но и женщины тянутся, потому что вы очень стильная, вы очень классно выглядите. У вас как учиться, да, учиться можно. И как одеться, и как подобрать гардероб, и как себя вести, и что прилично, и что неприлично. Вы вообще умничка в этом плане. У кого-то есть вот детки. Детки, любите своих деток. С такой мамой вашим деткам очень повезло. И также вижу, что вы очень правильно воспитываете своих детей. Вы стараетесь детям давать все то, чего не было у вас, но вы всегда объясняете, да, что нужно ценить, что нужно аккумулировать, да, что нужно стараться, рассказываете много, объясняете много. То нет такого, что да, палкой бьете и так воспитываете. Нет, дети у вас прям залюбленные, дети очень аккуратные, как вы, да. И на вас, кстати, вот вижу, кто-то похож, прям ребенок очень похож, как вылитый, да, одно лицо. Понятно, да, вот чья кровь. Также вижу, что кто-то из вас не только с детьми там опекается, но еще и вот кому-то помогаете из родственников, либо как родственники даже какие-то от вас зависят. Но вы вообще молодец, несете на себе целый мир и не устаете. А если устаете, отдохнете и дальше пойдете, понесете. Не отступаете, не сдаетесь. У вас наоборот, как, знаете, если что-то не получается, просыпается как ярость, и вы такая: нет, я дойду до конца, меня не остановить. Это, кстати, вам во многом помогает. Из-за этого у вас недоброжелатели есть, да, потому что многие вас побаиваются, считают вас опасной, хищной, считают, что вы прям такая прям конкурентка, да, которая по головам пойдет. Нет, вы по головам не ходите, вы просто за своим приходите, забираете и уходите. Это то, что вижу про вас. Вижу, что вам любовной энергетики не хватает, да, вот прям не хватает. Если бы еще и любовь была, вот любовь, полноценная страсть, то вам бы и равных не было.
Вот все бы летало у вас, и крутилось, и визжало, и жужжало, все бы было. А сейчас вот не хватает, не хватает. И я вижу, что у вас от любовной энергетики очень сильно увеличится финансовый канал. Ну, потому что эти энергии очень похожи. И когда любовь войдет в вашу жизнь, полноценно войдет, да, не украдкой, не случайно, не время от времени, а именно постоянно, полноценно, то у вас и денег гораздо больше станет, и деньги гораздо легче, в больших объемах, количествах будут приходить в вашу жизнь. Вот это вижу. Кто-то из вас с мужчинами встречается, общается, может быть, там на свидания ходите, в интернете знакомитесь, кто-то и на сайтах знакомств сидит. Но не радуют вас там мужчины, абсолютно не радуют, все какие-то лживые, притворщики. И какие-то, вот знаете, у них требования, что ли, завышенные, ожидания какие-то завышенные. Какой-нибудь там пузатый гном требует и то, и сё, и чтобы ему и ноги мыли, и над ним, там, не знаю, летали, порхали. Вы смотрите и думаете: Господи, куда мир катится, да, куда мир катится, что происходит? Кто-то вообще уже разочаровался знакомиться, то есть вы убеждены, что все хорошие мужчины уже женаты, ну а кто как бы бобылем ходит, так там и нечего общаться, да, ничего интересного. Но, девочки, вот он ваш красавчик, вот он, да. Кто тут сомневается? Мужчина прекрасный, замечательный, просто чудесный. Давайте я еще карты возьму, посмотрю про этого мужчину. Над ним знак. И этот знак похож на молодого льва. Может, он в созвездии льва родился, а может быть, он по призванию, по характеру такой, да, по энергии такой. Знаете, и лев молодой, но в прыжке. Да, тоже своего не упустит. Сильный человек. Ну, конечно, орел. И лев, и орел. А вы знаете, у вас похоже идет, да? Что и мужчина какой-то разочарованный, и вы разочарованы, да, в противоположном поле. Но с другой стороны, у мужчины надежд больше на женщин, чем у вас на мужчин. И этот мужчина, он никого не ищет. Вот он просто не ищет, и все. Он живет, как живет. Он верит. Он верит, когда время мое придет, я свою суженую, я свою любимую точно встречу. Кстати, у мужчины могут быть тоже какие-то моменты силы присутствуют. Может, он и не обладает такими способностями, как вы. Но он такой, знаете, на чуйке, он многое ощущает. И очень часто доверяет своей интуиции. Вот видите, он не боится, что он один останется. Он знает, что придет время, и он женится. Он встретит ту самую, и он женится. Разочарования у него нет. Он понимает, вот он женщину видит, он понимает, что это за женщина, что ей надо. Нужны ли ей как там деньги, недвижимость, да? Либо у женщины там скверный характер, допустим, да, как вы в мужиках разбираетесь, так и он в женщинах разбирается. Вы какие-то оба непростые, не идете. Нет, ваше знакомство уже предопределено. Предопределено, и вам от этого не уйти. И никто не сможет этому помешать. Знакомство. У вас знакомство, знаете, где? Вот мне идет какое-то место отдыха, либо место развлечений. Опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что вы в парк пойдете познакомитесь, у кого-то вы пойдете в кино познакомитесь, кто-то вообще к морю поедет познакомиться, а кто-то в другой стране, либо в аэропорту познакомится, в торговом центре, например, да, в развлекательном центре. Вот где-то, где хорошо, где люди отдыхают, релаксируют, где люди не думают о проблемах, место для удовольствий, да, даже какой-то, может быть, я не знаю, там пляж, бассейн, какие-то бани могут быть. В общем, где-то так вы познакомитесь. И что интересно,
У вас знакомство такое странное, вот как будто бы вы друг на друга наткнетесь, натолкнетесь, столкнетесь друг с другом. Там, то ли вы в него врежетесь, то ли он в вас. Может, вы ему на ногу наступите, либо он вас там случайно плечом заденет. Как-то вы столкнетесь. Хочется прямо сказать, что столкнут лбами, но на самом деле не лбами, но тем не менее вы столкнетесь. О, кстати, на парковке можете столкнуться, если вы водите автомобиль. Там он въезжает, вы выезжаете, либо наоборот, там разъехаться не сможете. Ну, как-то так мне идет. Необычно вы познакомитесь, необычно. Зато наверняка. Так, что еще карты скажут? Но с этим мужчиной кто-то из женщин почувствует себя, ну, будто бы вы маленькая девочка, которая вот в сказку попала, и ее мечты исполняются. Ну, видите, да? Семья, будет семья. Сильный мужчина, мужчина правильный, правильного воспитания, правильной такой, знаете, закалки, когда вот женщина права, мужчина молчит. Когда женщина не только любовница, любимая женщина, но еще и настоящий верный друг, соратница, помощница. То есть он, конечно, классный в этом плане. А для кого-то из девушек идет прям прямая отсылка к тому, что от него дети красивые родятся. И умные, и красивые, и здоровые. Так что имейте это в виду. Угу. Прям про это уже стали говорить. Так, давайте еще в песке посмотрим, как вы на друг друга среагируете. Но вы знаете, вот как электричество пойдет, электрический ток мне идет. У мужчины прям 100% его шибанет, а у женщины, ну, может быть, немножко по-другому, но что-то вы почувствуете, какое-то такое легкое, приятное покалывание. Каким-то он вам очень сильно знакомым покажется, хотя вы никогда раньше не встречались, это 100%. Вот, а его прям от вас током бьет. Током и все. А его раньше ни от одной другой женщины током не било. То есть для него это прям такой знак. Он такой, ничего себе. Вот это да, электрическая женщина. Вот это меня прошибает. Вот как-то посмеетесь, да, столкнетесь, посмеетесь. И не захотите расставаться, о чем-то начнете говорить, так быстро познакомитесь, что-то будете обсуждать, вот как-то, да, разговор идет, и ловите себя на ощущении, что вам так легко, так приятно, и вы не знаете этого мужчину, вы первый раз его видите, но общаетесь как будто бы с родным, и у него приблизительно такое же ощущение от вас пойдет. Вот. Так вы, наверное, и поймете, что он это ваш суженый, а он поймет, что это вы его суженая. Мужчина, кстати, очень такой предприимчивый, инициативный. То есть не будет там стесняться, мяться. Он как-то быстро с вами договорится на свидание, либо куда-то вместе пойти, а я тебя отвезу, а я тебе покажу, а я там то, а я там все. И вы такая понимаете, что вы ему не можете отказать. Вы не хотите ему отказывать, да? Возможно, это тоже будет впервые с вами. То есть в любой другой такой же ситуации вы бы просто сказали: мальчик, иди гуляй, а в этой ситуации вы понимаете, что вы не хотите, чтобы этот мужчина там, не знаю, обиделся, вы не хотите, чтобы он перестал говорить, чтобы он перестал рядом стоять. Вам нравится? Вам нравится. Ну, можно смело сказать, что это прям любовь с первого взгляда. Даже не просто любовь, а привязанность, что ли, да, привязанность. Вам очень приятно с друг другом будет. По поводу этого мужчины могу еще сказать, что мужчина, вот у него, не знаю, семья, родители, там бабушки, дедушки, какие-то тоже необычные люди, в плане, что они то ли как зажиточные очень, да, то ли они какими-то там людьми были высокого положения, высокого рейтинга, статуса, допустим, какие-то там, не знаю, врачи, академики, ученые, кто-то необычный, вот мне идет. Но при этом мужчина вполне себе земной. То есть нет такого, что он этот золотой звездный мальчик, нет, такого нет, абсолютно нет, и никогда не было. Его тоже правильно вот родители воспитали. Нет, он не зазнается, он не делит людей на богатых и бедных, он даже особо не кичится там тем, что имеет. А я так понимаю, что имеет он вполне себе прилично. Даже вот машина у него очень какая-то особенная, дорогая.
ну вот почему-то мне идет как бизнес-класс. Либо это какая-то прям такая вот машина, которая не для всех, да, не для всех и не у всех она есть. То есть, может, какая-то лимитированная, ну, либо такая марка машины, которую просто так вот не купишь с кондачка, да. Какая-то необычная мне идет. Мужчина в отношениях защитник, и в отношениях мужчина достаточно требовательный, чтобы, знаете как, вот именно на первом месте была семья, на первом месте были отношения, а все остальное уже потом. То есть для него как бы в приоритете с женщиной это все-таки вот отношения, потом уже, например, работа. И у него так, и чтобы к нему так было отношение, да. То есть если есть какие-то там ситуации, то он всегда выберет семью, потом уже работу. И будет это просить от женщины, что вот на первом месте наша семья, потом уже все остальное. Был ли он в браке, я не могу вам сказать, вернее, я затрудняюсь. Но у кого-то точно отыграется, что у мужчины есть ребенок, по крайней мере, один точно есть. Ну, общается, встречается, помогает, все, как бы на этом все. Нет такого, что он там пропадает сутками, либо он там такой отец, кукушка, бросил, родил и бросил, да, такого тоже нет. Я не вижу, чтобы его дети могли бы быть какой-то помехой, либо, в принципе, стали бы какой-то помехой. Нет, нет, такого я не вижу. Если у него женщина, ну, в сегодняшнем дне есть. Не буду вас обманывать, есть. Но пока вы встретитесь, пока познакомитесь, ну, что угодно может случиться, очень многое может поменяться. С какой-то женщиной он, ну, общается, время проводит. Но тут больше, знаете, как идет? У женщины на него виды прям такие серьезные. Она хочет залезть к нему в жизни, да, она хочет стать его женой. Она вот прям спит и видит. Но у него нет таких желаний, нет. Возможно, даже эта женщина его тяготит своей навязчивостью, вот этим безумным желанием там выйти замуж, стать его женой. Вот. Она у него даже не то чтобы там для развлечений, нет, она просто сама навязывается, а он принимает. Ну а что ему еще делать, да? Идти искать продажную любовь, ну если вот, пожалуйста, сама предлагает. Он с этой женщиной то ли работает, то ли эта женщина, ну, где-то вот к нему прицепилась, зная о его возможностях, и не хочет от него отставать. Но вот на момент вашей встречи никакой женщины не будет, вообще не будет. Он решит этот вопрос, он уже думает об этом, и, возможно, уже даже пытался, но вот как бы пока еще так. На момент вашей встречи у него никого не будет, у него прям все чисто. А у вас, возможно, будет. Какой-то мужчина будет ухаживать, либо кто-то из вашего прошлого будет вас добиваться. То есть у вас есть кто-то, у него нет. Еще про этого мужчину могу сказать, что у мужчины впереди огромный лист клевера. Какое-то большое везение, большая удача. Именно вот в карьере, в материальном идет. То есть то ли какую-то должность очень серьезную получит, то ли в политику пойдет, то ли если он там бизнесмен, то прям, не знаю, расширится очень сильно, станет таким влиятельным человеком. Но что-то будет. Но, возможно, знаете, как я думаю, что у него похожая ситуация, как вы. Вот когда любви не хватает, да, любовной энергетики, успех не приходит, да, деньги так не идут, когда вот есть любовь. По-моему, вы очень в этом похожи с друг другом. Вот как-то так. Так, еще. С вашей стороны, когда вы с этим мужчиной начнете общаться, какая-то женщина завистницей окажется, прям будет вас отговаривать, и на мужчину очень много грязи будет выливать. Она прям будет отговаривать вас, будет там всякие страшилки вам рассказывать, что он там такой, а ты знаешь, я про него слышала, либо такое бывает, вот он похож на маньяка. Ну, какие-то такие вот, знаете, вещи будет вам говорить. Вот сразу проявится завистница. Возможно, вы давно дружите, давно общаетесь, и женщина была вполне себе нормальной и адекватной, но она не сможет вынести, когда увидит вас рядом с таким прекрасным мужчиной, увидит, как вы классно смотритесь вместе, какие чувства между вами, начнет прям завидовать и
пустится во все тяжкие, начнет там наговаривать на мужчину, вас от него отговаривать, придумывать страшилки. То есть она будет этим конкретно заниматься. И я так понимаю, что вы это все оцените, вы это все распознаете, и да, возможно, ценой избавления от одиночества станет еще и вот вычеркнуть эту подругу из жизни. Ну, потому что зачем вам нужно общаться с человеком, который откровенно вам завидует и против того, чтобы вы счастье свое нашли. Понимаете? Хотя бы, может, давно общаетесь, и все у вас было хорошо до этого момента. То есть у нее, например, никого нет, и у вас никого нет. У нее там какие-то плохие отношения, и у вас плохие отношения. И как бы вы друг друга понимали, вы друг другу сочувствовали. Ну, а тут вам такое счастье прилетело, и эта женщина, да, ее понесет в разнос. Так иногда в жизни бывает, поэтому, ну, имейте в виду. Ну что, мои хорошие, ждать уже недолго. Вот идет мне отдых. Куда вы собрались ехать, куда вы пойдете, куда поедете. Будьте готовы, что это может случиться в любой момент. Может и завтра случится, а может и через неделю, а может через месяц или даже через 2. Но явно это именно в этом году будет. Ну вот идет мне, что до конца этого года. Понятно, что вы все разные. У кого-то раньше, у кого-то позже, но явно в этом году. До конца года, вот так я скажу. Ну что, мои хорошие, дай Боже, как говорится, да, чтобы каждая нашла своего мужчину и счастье обрела. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.